последние годы в русле политики концлагерей в Восточном Туркестане усиленно проводится политика ассимиляции и принудительного труда. Китайский режим заставляет людей за пределами лагеря заниматься физическим трудом, который в народе называют хашар. 28 февраля 2023 года, согласно видеозаписи, распространенной в социальной сети из Китая, зафиксировано, что группу уйгурских женщин молодого и среднего возраста заставляют выполнять тяжелую физическую работу в одной деревне в Восточном Туркестане. Сфера активности Восточного Туркестана постепенно расширяется. С 25 февраля делегация Международной ассоциации НПО Восточного Туркестана, базирующаяся в Турции, находится с официальным визитом с целью проведения постоянных исследований долгосрочной стратегии в Малайзии, которая стала важным местом в исламском мире для Восточного Туркестана. Так, исторический шаг для Восточного Туркестана был сделан 3 марта. Организацию уйгурско-малайзийских отношений представили общественности официальной церемонии открытия в столице Куала-Лумпуре с участием представителей местных неправительственных организаций, лидеров общественного мнения, ученых, представителей СМИ, представителей правительства, депутатов, представителей политических партий, таких как власть и оппозиция. Член Всекитайского собрания народных представителей Ван Чао заявил, что Китай увеличил свой оборонный бюджет, исходя из необходимости реагировать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства большой страны. Увеличение расходов на оборону связано как с необходимостью реагирования на сложные вызовы для безопасности, так и с необходимостью выполнения обязательств большой страны, сказал Ван Чао. Согласно решению, опубликованному в официальном журнале 4 марта 2023 года за подписью президента Реджепа Таyyипа Эрдогана, посол Турции в Китайской Народной Республике Абдулкадир Аминонен был переведен в штаб-квартиру, а Исмаил Хаки Муса был назначен генеральным директором по консульским вопросам посольства Китая. С марта по ноябрь 2016 года Муса занимал различные должности в Министерстве иностранных дел, а также был послом в Париже с 11 ноября 2016 по 13 марта 2021 года. Также он занимал должность генерального директора по консульским делам. Представитель Министерства торговли Китая заявил, что Китай решительно выступает против действий США, направленных на усиление национальной безопасности и злоупотребление экспортным контролем, и призывает США прекратить необоснованное давление на китайский бизнес. Это заявление было сделано в пятницу в ответ на вопрос о недавнем решении США включить несколько китайских учреждений в список экспортного контроля. Было объявлено, что китайский военный корабль береговой охраны и множество гражданских судов были замечены в Южно-Китайском море вокруг острова Титу, контролируемого Филиппинами. Президент Фердинанд Маркос-младший в прошлом месяце вызвал посла Китая на Филиппинах, чтобы предупредить о чистоте и усилении его деятельности в Южно-Китайском море.